Я ездил, побывал во многих странах мира, во всех горячих точках, Ирак, Афганистан, доводилось бывать. Как бы все, я год назад вернулся на Украину, 1,5 года назад вернулся домой. И если бы мне кто-то сказал, что вот это произойдет в моей стране, то, что я всю жизнь видел, уже наблюдал долгие годы, то как бы я плюнул, наверное, ему в глаз. Но реально эта ситуация происходит сейчас, происходит с моим домом, с моей страной. Мне как бы наплевать на политику, мне наплевать на все национальные движения, но как бы это моя страна и это мой дом. И никому нет места здесь, кроме нас. Если у нас Майдан и какие-то другие проблемы, мы сами разберемся в них. Русским здесь делать нехрен. И не русским, а путинцам. И Путин пусть рулит своей Россией. Здесь Украина, здесь моя страна. Мы сами разберемся как-нибудь в своих проблемах. Это вот основное, что я могу сказать. Поэтому мы и воюем. Я знаю одно, что если сюда придет Путин с Кадыровым, моим детям не будет шанса жить нормально в этой стране. Не будет будущего у моих детей и у этих детей и парней, которые воюют со мной. Мы воюем за это, за свои семьи, за своих детей, за будущее своих детей. Реально. Я могу сказать так, 10 лет назад чеченцы резали вашим парням, ваши парни, погибшие в Чечне, сейчас переворачиваются в гробах. Я могу это любому сказать. Погибшие в Чечне переворачиваются в гробах, потому что сейчас вы, кацапские и путинские мудаки, воюете с нами в одних окопах с чеченами, с кадыровцами. Вот это и есть факт, который развел все. Выражение «русский, я твой мама ебал» звучит в Москве на каждом углу. Я это слышал своими ушами. Вас там ни во что не ставят. За какую светлую Русь вы здесь, на Донбассе, рассказываете? Вот это мне непонятно. В принципе, вот так. Володя, спасибо тебе огромное. Украинская армия становится армией, а украинский народ становится нацией. Спасибо тебе большое.